Добрый день, мы на кухне ресторана «Шинок». В гостях у шеф-повара Елены Николаевны Никифоровой, Здравствуйте. которая покажет сейчас нам, как делать синенькие, как грибы. Что такое синенькие, как грибы? То есть ее слова все понятны? Почему назвали синенькие как грибы? Во-первых, синенькие это баклажан. Почему назвали как грибы? Потому что мы их маринуем, вот так, закрываем баночки. Сначала мы их нарезаем, отмачиваем от горечи, посыпая солью, потом отжимаем, обжариваем на растительном масле и закладываем в банку, заливаем маринадом. Маринад состоит из соли, сахара, уксуса, плюс специи, как вы видите, чеснок, сельдерей, укроп и семя укропа, и они маринуются. 21 день они должны постоять, они готовы. И вот вкус этих синеньких после маринования, как грибы. Вот так. Да. А теперь я покажу вам, как их использовать в салате на холодную овощную закуску. Потому что это еще не все. Это еще не все. Мы должны к этому блюду сделать дыню маринованную. Значит, мы берем обычную дыню, мы ее нарезаем такими треугольничками. Потом берем мяту, лимонный сок, сироп и черная соль. Нарезаем мяту. Сахарный сироп там 1 к 1 вода и сахар? Нет, чуть сахара больше. Такой более концентрированный, чтобы дыня быстро промариновалась. Дыню можно замариновать сразу перед тем, как делаем салат. Порезали мяту, посыпали мяту. Потом мы берем немножко сахарного сиропа, холодного, охлажденного, которого мы делали. Его не надо много, чуть-чуть. И лимонный сок. Это все вот промариновали. Она у нас лежит. 5 минут буквально? Да, потом нам нужно сделать соус. Мы берем домашний соус майонез, ну, можно магазинный, можно домашний. Мы немножечко вот этого вкуснейшего маринада вливаем и делаем вот такую заправку для нашего салата. Будет очень вкусное, потому что здесь все травы, здесь чеснок, здесь укроп, здесь у нас стебель сельдерея. Да, вообще это отличный такой лайфхак, как сделать майонез вкуснее. Ну, быстро, да. Лук. Лук, в 2 словах скажу. Берется белый репчатый лук, заливается уксусом винным или яблочным. В данном случае это яблочный уксус. И добавляется немножко маринованного свекольного сока. Все. Как маринуется? Мы лук, как свекольный сок, мы варим свеклу с лимоном и сахаром. С большим количеством сахара и лимона. И делаем его концентрированно, чуть-чуть выпариваем. И вот этим соком заливаем вместе с уксусом лук. Он тоже ему буквально постоять, ну не знаю, полчаса, все, он готов. И зелень добавляем. Все, это маринованный лук. Дальше ингредиенты, которые вы видите, это как раз для салата. Черри-помидоры свежие. Мы берем свежие черри-помидоры, выкладываем их в жаропрочный лоточек, поливаем оливковым маслом, сверху посыпаем прованскими травами, немножко сахара для колеровочки и ставим в духовку на 180 градусов на 15 минут. Все, они у нас такие мягкие и напитаны прованскими травами. Это у нас сумаха, это сухой гранат, который, как вы знаете, гранат вообще дружно живет с баклажаном по вкусу. Грецкий орех, гранат и черная соль. А это чипсы из грецкого ореха на глюкозе. То есть делается глюкоза, грецкий орех дробится, намазывается глюкоза, высыпается грецкий орех и на низких температурах сушится долго в духовке. Невероятно просто. Похоже немножко на кашу из топора. Вроде бы как синенькие, как грибы, а на самом деле все сложно. Ну вообще весь цимус состоит в них. Наш с вами майонез. Главный соус. секрет, майонез кладется в начале. Да, он выкладывается на тарелочку. Потом мы берем баклажаны и их нарезаем с вами. Нарезаем мы с вами их крупно и вот так выкладываем. Мы не перемешиваем. Гость перемешивает все сам в тарелке. Если хочет. Если хочет. Мы немного ее положим. И сразу вид, видите, заиграла блюдо красиво. Берем грецкий орех, его надо порубить. Мы посыпаем с вами вот так. Дальше мы берем с вами вот этот помидор черри. Можно 2 положить.
Вот так. Посыпаем сумахой, сухой гранат вокруг. Тоже такую легкую кислинку. Он кислинку, да, именно кислинку дает. Потом свежий гранат. И черная соль. Чуть-чуть на дыню. Вот так. Класс. Дыню мариновали с вами без соли. Если дыню мы маринуем с добавлением соли, то она становится дряблой. То есть она меняет свою структуру. Это не очень вкусно. И кладем грецкий орех на духовку. Так. И плюс у нас еще сочетается очень хорошо кинза. Кинзу мы не любим, а кладем листики, открываем. И у нас вот получается такая красивая закуска из баклажан. Как грибы мы их назвали, потому что вкус действительно как у грибов. Вот так, значит, вставляем. Вот такие разноцветные, синенькие, как грибы. Да. Елена Никифоровна. Да? Вот такой прекрасный пример, как можно вроде бы уже готовый продукт сделать интереснее, взять маринованные баклажаны и попробовать, как они сочетаются с другими продуктами. Это всего лишь один из примеров, а можно экспериментировать на свой вкус. Попробовать, например, баклажаны и арбуз. Классная штука, да. И, конечно, тут еще большую роль играют заправки и соусы. Не только майонез, а вот маринад лука, маринад дыни, травки, помидоров. Эти баклажаны, они называются как грибы, потому что у них грибной вкус. Теперь у них вкусов гораздо больше. Вот такие синенькие, как грибы. В московском ресторане «Шинок». Берите пример, творите, экспериментируйте. Сделайте, например, грибы как синенькие. Почему нет? А тут животные. Пока-пока.